Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Шара. Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Такое решение приняли депутаты Народного собрания на очередном заседании сессии парламента. Кроме того, народные избранники приняли во втором чтении законопроекта о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Подробности в репортаже Алики Трапш. Решение о переносе даты выборов президента Абхазии с 21 июля на 25 августа было принято на закрытом заседании сессии парламента. На очередном заседании сессии парламента был рассмотрен представленный президентом проект конституционного закона о внесении изменений в закон о выборах президента. Данный проект конституционного закона предусматривал изменение крайних сроков проведения выборов президента. По действующей редакции конституционного закона было предусмотрено, что выборы проводятся не ранее, чем за 3 месяца до истечения срока полномочий президента и не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий президента. Принята же парламентом новая редакция части 1 статьи 6 предусматривает, что выборы президента могут быть проведены не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока полномочий. Как известно, срок полномочий действующего президента истекает 25 сентября 2019 года, и крайней датой проведения выборов является 25 августа 2019 года. За данное решение проголосовало 25 депутатов, 4 депутата проголосовало против. Из-за уважения к президентской инициативе и к части нашего народа, которым были внушены, что перенос выборов является главным, что может спасти наш народ, я решил голосовать за данный проект. Точно так же поступили подавляющее большинство наших депутатов. Сегодня решением парламента выборы перенесли на 25 августа 2019 года. Затем народные избранники приступили к рассмотрению повестки дня, в которой было 9 вопросов. Первым вопросом был рассмотрен законопроект о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Проведены не одни слушания, не одни комитетские заседания и в стенах парламента, и в обществе, и везде мы об этом говорили. По-моему, были внесены существенные, поправки в закон. И, на мой взгляд, он готов к тому, чтобы наш парламент его сегодня принял. Я знаю, что есть в парламенте мнение, суждение о том, что нам нужен закон о государственной службе. Вот прежде чем сейчас просить вас поддержать данный законопроект, хотел бы предложить, чтобы этот закон вступил в силу 1 января 2020 года, а до этого мы бы вместе с вами рассмотрели закон о государственной службе. Прошу поддержать во втором и окончательном чтении данный проект закона. Сегодня принять этот закон, а уже впоследствии наверняка параллельно с принятием законом о госслужбе и параллельно с тем, как начнет работать сам закон и реализовываться, скорее всего, в него придется вносить изменения. Да? Ну, что и происходит с другими законами. Я думаю, это неплохой шаг со стороны парламента, неплохой жест в отношении нашего народа, который давно ждет принятия этого закона. Не все депутаты согласились с тем, что данный законопроект надо принимать во втором окончательном чтении. Наталья Смыр считает, что над ним еще нужно поработать и рассматривать в 4 чтениях. Мы, правда, достаточно долго над ним работаем, достаточно долго и скрупулезно к нему подходим. Но, на мой взгляд, не понимая финансовую подоплеку этого закона, мы говорим о том, что мы принимаем закон, который будем их же за коррупцию будем наказывать. Тогда как мы будем его наказывать, если мы не понимаем, что в основе будет лежать, друзья? Более того, еще один момент хочу сказать. Давайте не ставить телегу впереди лошади. Слушайте, у нас до конца года есть время. Тем более у нас есть возможность озадачиться законом о госслужбе. Но, друзья, если мы сядем, поработаем, я думаю, это будет очень, с точки зрения принятия данного закона, плодотворно. Зато мы четко все поставим точки над «и». По мнению полномочного представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба, законопроект о декларировании доходов и расходов госслужащих и депутатов в полной мере может быть реализован только после того, как будут внесены изменения в отраслевые законодательства. Также необходимо будет вносить изменения и в уголовное законодательство, в уголовно-процессуальное, в трудовое законодательство. То есть это только лишь будет в этом направлении первый шаг в декларировании доходов и расходов государственных служащих и депутатов представительных органов.
в полной мере он будет эффективно работать только лишь когда мы примем и другие отраслевые законы. В итоге большинством голосов законопроект о декларировании доходов и расходов госслужащими и депутатами был принят во втором чтении. Следующим вопросом повестки дня был рассмотрен проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. С основными показателями исполнения бюджета депутатов ознакомил министр финансов Джансух Нанба. Республиканский бюджет за прошлый год исполнен по доходам на 95,6%. Фактическое поступление собственных доходов республиканского бюджета составило 7 миллиардов 200 миллионов рублей при плане в 7 миллиардов 521 миллион рублей. По расходам при запланированных 7 миллиардов 791 миллион рублей исполнение составило 6 миллиардов 773 миллионов рублей. Таким образом, как и в 2017 году, республиканский бюджет 2018 года не выполнен по доходам на 320 миллионов и по расходам более чем на миллиард рублей. Неисполнение расходной части связано с остатком средств российской финансовой помощи. То есть это уже традиционно, да, у нас получается и в этом году переходящих остатков было, значит, 665 миллионов рублей. Неисполнение не связано с недополучением денег, да, то есть российская финансовая помощь, она пришла, но в силу тех или иных обстоятельств, объективных, субъективных и так далее, исполнения не произошло. Как сообщил Джансух Нанба, неисполнение расходной части республиканского бюджета в сфере медицины в 2018 году составило 121 миллион рублей. Министр также ответил на вопрос депутатов по поводу задолженности Министерства здравоохранения Абхазии перед российскими лечебными учреждениями. На сегодняшний день достигнуто решение на уровне межправкомиссии, что деньги, которые предназначены были, значит, на лекарства, да, 50 миллионов в прошлом году, в этом году будут направлены на погашение этих долгов. Более того, в рамках 17-го протокола МПК были розданы соответствующие поручения абхазской стороны и российской стороны, в рамках которых они должны были подтвердить суммы по каждому лечебному учреждению. Наша сторона еще до завершения 2018 года предоставила все необходимые документы, в том числе бухгалтерские, а именно акты сверок взаиморасчетов с каждым учреждением медицинским российской стороне. К сожалению, до сегодняшнего дня подтверждение от Минздрава России о том, что они подтверждают эти суммы, до сих пор не получено. В итоге законопроект об исполнении республиканского бюджета был принят в первом чтении. Народные избранники также одобрили постановление Кабинета министров Абхазии об образовании национального парка Кудорское ущелье. На заседании сессии парламента депутаты также должны были рассмотреть законопроекты об исполнении бюджетов 6 государственных фондов. Однако в работе парламента был объявлен перерыв, и рассмотрение данных вопросов будет продолжено в другой день. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение. 28 мая президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о выборах президента Абхазии. В тексте документа говорится: внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 7 июня 2004 года о выборах президента Республики Абхазия следующие изменения. В части 1 статьи 6 слова «не позднее, чем за 4 месяца» исключить. Слова «не позднее, чем за 2 месяца» заменить словами «не позднее, чем за 1 месяц» и далее по тексту. За большой личный вклад в развитие абхазо-юго-осетинских межгосударственных отношений, укрепление мира и стабильности в Закавказском регионе президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову присвоено звание «Почетный гражданин Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. В столице Абхазии, Сухумском районе, завершена диспансеризация населения. Министерство здравоохранения Республики Абхазия при поддержке специалистов ФМБА России на базе республиканской больницы в течение 2 недель обследовали население Центральной Абхазии. С 24 апреля на территории Республики Абхазия проводит работу сводный отряд врачей Федерального медико-биологического агентства в составе 50 человек, в том числе 17 врачей и специалистов взрослого направления и 7 врачей-педиатров. За это время проведена диспансеризация более 10 тысяч человек, в том числе около 2000 детей. За последние
2 недели работы на территории Сухума и Сухумского района проведена диспансеризация 3500 человек, в том числе 650 детей. Выявлено значительное количество заболеваний, преимущественно это заболевания среди взрослых, это мочеполовой системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования. У детей в основном выявляются заболевания нервной системы, также сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания. Начиная с 28 мая будет проводиться диспансеризация населения города Новый Афон, и с 31 мая будет проводиться диспансеризация населения города Гудаута. С 28 по 30 мая проводится диспансеризация населения Нового Афона. С 31 мая по 3 июня будут обследованы жители Гудауты. Министр здравоохранения Абхазии Тамас Сахнакия, посетивший республиканскую больницу в день завершения диспансеризации в Сухуме и Сухумском районе, отметил, что обследование лишь часть диспансеризации. Ее закономерным продолжением станет лечение граждан республики, у которых выявлены те или иные заболевания. Мы процессу диспансеризации придаем очень важное значение, поскольку первым этапом процесс обследования не завершается. Все пациенты, которые нуждаются в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, далее направляются либо в лечебно-профилактические учреждения республики, либо федеральные клинические центры Российской Федерации. Это прежде всего больные кардиохирургического профиля. Для того, чтобы сделать саму диспансеризацию завершенным процессом, то есть вторым этапом. Определить группы, соответствующие здоровья, и поставить всех нуждающихся на диспансерный учет. В селе Жгярда состоялась презентация книги «Путь мудрости и мужества», посвященной второму президенту Республики Абхазия Сергею Багапш. Автор издания – журналист Екатерина Бебия. Знакомство с новым изданием, посвященным жизни и деятельности Сергея Васильевича, прошло в доме, где он родился. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. «Путь мудрости и мужества» – так называется книга, посвященная жизни и деятельности второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш. Автор издания, журналист Екатерина Бебия, приступила к ее написанию еще в 2011 году. Основой книги стали записанные в 2000 году аудио и видеоматериалы. Автор также использовала много дополнительных материалов, воспоминаний людей, которые были близко знакомы с Сергеем Васильевичем, записанные как в Абхазии, так и в республиках Северного Кавказа, Турции и Краснодарском крае. У меня очень волнующий день сегодня. С 2011 года мы вместе пишем эту книгу. Я не могу сказать, что я одна пишу, это все мы вместе. И вместе со мной переживали, и помогали. И самое главное, я хочу сказать семье большое спасибо за доверие. Не каждому журналисту суждено писать о таких людях. Да и такие люди немного в наше время. Сергей Васильевич Багапш был особенный человек. Чем эта книга отличается от многих, безусловно, достойнейших произведений Екатерины Георгиевны, это тем, что перед ней стояла очень сложная задача. Она должна была рассказать о человеке, о котором кажется, почти все известно, но на самом деле столько много фактов в жизни, которые еще много предстоит анализировать, изучать, трактовать, видимо, по-разному. Но я хочу сказать, что она справилась с этим тяжелым трудом. И надо отдать должное, что она не ограничилась сухой схематикой составления биографии известных людей. Она ушла глубоко в историю, в родословную Сергея Васильевича. Почему это важно? Потому что это, безусловно, объясняет масштаб личности Сергея Васильевича, почему он именно был таким, а не другим, что двигало, возможно, его поступками, его намерениями. Это очень важно.
«Путь мудрости и мужества» – это рассказ Екатерины Беби о втором президенте Абхазии, но в нем есть и цитаты известных людей, связанные с Сергеем Багапш. Книга была издана в Краснодаре тиражом в 2000 экземпляров при поддержке Кабинета министров Абхазии и самого автора. Издание состоит из 264 страниц. Основной текст составлен на русском языке, но есть и главы, написанные на абхазском языке. В этом труде есть вещи, которые доселе мало известны нашему обществу, а должны быть известны. И Екатерина Георгиевна очень честно работала с фактологическим материалом. Он достаточно обширный. И надо в этом смысле отдать ей должное. И сама полиграфия, и иллюстративный материал, и фактологический материал вызывают восхищение, потому что это очень хорошо сделанный труд. Семья Сергея Васильевича выразила благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и издании книги. С вашей помощью и с помощью всех наших близких и родных друзей, конечно, этот труд состоялся. И он замечательный. То, что я вижу, прекрасно, а содержание, наверное, еще лучше. Спасибо вам большое. Сегодня в доме, где жил Сергей Багапш, собрались самые близкие и дорогие ему люди. Жить с верой в доброту людей – таков был жизненный принцип второго президента Абхазии. Книга «Путь мудрости и мужества» рассказывает не только о жизненном пути Сергея Васильевича, но и раскрывает читателю человеческие качества политического деятеля и самым точным образом передает его жизненный девиз. Гугуса Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 45 лет исполнилось ансамблю народной песни и танца Очимчирского района Эрцах. В Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба состоялся концерт ансамбля Эрцах, посвященный юбилейной дате. Мероприятие посетил президент Рауль Хаджимба. Репортаж Саида Джарсаля. Юбилейный концерт народного ансамбля песни и танца Очимчирского района Эрцах собрал в Абхазской государственной филармонии полный зал зрителей. Среди почетных гостей президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварча, члены правительства, деятели культуры и искусства. Ансамбль Эрцах основан в 1974 году народным артистом Абхазии Константином Чингелия. За 45 лет он прошел долгий и нелегкий путь. Во время Отечественной войны народа Абхазии артисты ансамбля были в рядах защитников Родины. Многие из них награждены орденами и медалями. Первым руководителем ансамбля был его основатель Константин Чингелия, затем коллектив возглавил Акакий Малия, а после Владимир Кварча. Сейчас коллектив возглавляет заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии Вианор Логуа. За прошедшие 45 лет обладатель ордена Ахтябша третьей степени ансамбль Эрцах побывал с гастролями во многих странах мира, в том числе в Турции, Румынии и Югославии. В честь юбилея ансамблем был подготовлен особый репертуар. Введены новые хореографические номера, среди которых фольклорные танцы, осетинский и старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции. Картину дополнили и яркие костюмы, пошитые специально для концерта. Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба за заслуги в развитии национального хореографического искусства и вклад в популяризацию абхазской культуры руководитель ансамбля Эрцах Вианор Логуа был награжден орденом Ахтябша третьей степени. Награду заслуженному артисту Абхазии и Южной Осетии глава государства вручил лично. Указом президента артистам этнографического ансамбля, вокалистам Маки Квицине Марине Шинелия и артисту балета Науру Пипия было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Коллектив народного ансамбля песни и танца Эрцах насчитывает около 50 артистов. Среди них есть как профессиональные танцоры, выступающие на сцене много лет, так и учащиеся школ. Вокальный состав ансамбля насчитывает до 15 артистов, руководит ими Надар Кварча. В их исполнении прозвучали как абхазские народные песни, так и авторские произведения.
Юбилейный концерт ансамбля народной песни и танца Ачимчирского района Ирцах шел почти 3 часа. Яркая, насыщенная программа не отпускала зрителя, который не расходился до последнего номера и сопровождал каждый выход артистов на сцену долгими овациями. Саид Джарсалия, Тамас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» обращает внимание абонентов на необходимость погашения задолженности по оплате за потребленную электроэнергию в кратчайшие сроки, а также сообщает о проведении рейдовых мероприятий, во время которых абоненты, не погасившие задолженность, будут отключены от сети. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.